Первое заседание утвержденного состава Кабинета министров открыл глава государства. Рауль Хаджинба поздравил всех участников рабочей встречи с назначениями и пожелал плодотворной работы на благо страны. Труднорешимая задача стоит перед нами. Это вопросы сохранения, самое главное, нашего государства. Каждый из вас должен сделать все для того, чтобы мы с вами могли бы эту задачу, главнейшую задачу, решать и позволить это решить потом уже еще и последующим поколениям. Руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия, согласно намеченной повестке, представил проект постановления о мерах по реорганизации государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия. Кабинет министров постановляет реорганизовать пенсионный фонд в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Будет пенсионный фонд Республики Абхазия именоваться. Значит, фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия реорганизовать в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия фонд социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования реорганизовать в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия будет именоваться фонд обязательного медицинского страхования. Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов реорганизовать в государственное учреждение Министерства здравоохранения Республики и социального обеспечения Республики Абхазия. Согласно новой структуре, дорожный фонд теперь в ведении Государственного управления по строительству. Для проведения процедуры реорганизации данному управлению, а также Министерству здравоохранения и социального обеспечения поручено подготовить соответствующие документы для представления в Минюст. До 1 декабря будет необходимо 2019 года подготовить и представить Министерство юстиции Республики Абхазия для госрегистрации уставы госучреждений данных, всех указанных в части 1 настоящего постановления, в отношении которых они наделены полномочиями собственника имущества. На заседании Кабинета министров члены правительства проголосовали за подписание межправительственных соглашений о сотрудничестве между Абхазией и Никарагуа. В частности, речь идет об установлении полезного взаимодействия в области сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. Одобрен также и проект целевой программы развития государственного языка на 2020 год. Кроме того, члены правительства рассмотрели ряд ведомственных целевых программ Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Среди них программы, направленные на реабилитацию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, а также совершенствование противотуберкулезной помощи в республике. На сегодняшний день у нас 161 пациент на учете, как с активной формой туберкулеза, так и с отрицательными результатами бактериологических исследований. Данная программа направлена на приобретение противотуберкулезных препаратов первой и второй линии, приобретение тест-систем для диагностики туберкулеза, а также медикаментов для лечения побочных эффектов от проведения химиотерапии вот этих пациентов. Очень важная программа и дает свои положительные результаты. Тамас Сакнакия также представил программу, предусматривающую лечение граждан за пределами Абхазии и на ее территории. Общая сумма, которую планируется направить на указанные цели, составляет 50 миллионов рублей. Программа обеспечивает оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по тем направлениям, которые мы на сегодняшний день не осваиваем на территории республики. Это прежде всего кардиохирургия, это нейрохирургия реконструктивная, это другие направления клинической медицины, в том числе для лиц, не владеющих вторым российским гражданством. Постановлением Кабинета министров также утвержден разрешенный объем вылова хамсы в грядущую осенне-зимнюю путину. Он составляет 40 тысяч тонн. В ходе заседания были решены и кадровые вопросы. На должность председателя фонда соцстрахования и охраны труда назначен Бакур Бебия. Первым замминистра финансов стала Ирма Амичба, а заместителем министра финансов назначен Саид Губас. Амелия Бисмарк, Тамас Чаковани, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.